Маленького Андрея, страдающего микроцефалией, в благотворительный центр помощи «Мы вместе» приводит уже второй год. Стены центра стали для него родными, каждый уголок ему хорошо знаком. Заниматься лечебной физкультурой любит под музыку. Однако сначала не все было так просто. Для того, чтобы появился такой результат, понадобились годы усиленных занятий. Сегодня Андрей уже выполняет различные упражнения, в том числе и сложные для него. Благотворительный центр помощи «Мы вместе» появился в поселке Цантрипш 2 года назад. Создание такого рода центра в Гагарском районе было давней мечтой его руководителя Миланы Аджба. Ведь для того, чтобы пройти реабилитацию детям с ограниченными возможностями, приходилось ездить в Сухум либо выезжать за пределами страны. Открытие центра стало возможным после того, как Милана приняла участие в социальном проекте совместной программы Европейского союза Организации Объединенных Наций по развитию сельских территорий Абхазии, где она выиграла грант. Также в этом деле ей оказали поддержку руководство и сотрудники Сухумского реабилитационного центра и Ассоциация инфосодействия. Помещение для центра было выделено на безвозмездной основе администрации поселка Цантрипш в здании поселковой поликлиники. Центр работает на безвозмездной основе. Специалистам для того, чтобы платить зарплату, мы пишем грант, и на грантовой основе мы работаем. У нас работают кабинеты лечебной физкультуры, массажа, логомассажа, психолога, дефектолога, музыкальной терапии. Также мы работаем с волонтерами, мы обучаем их, как правильно взаимодействовать с людьми с ОВЗ, чтобы они помогали нам интегрировать людей с инвалидностью в общество. Они помогают нам на мероприятиях, на занятиях. Очень часто приходят школьники. Также мы проводим мероприятия в школах, чтобы привлекать детей, школьников. Сегодня специалисты центра – это психологи, дефектологи, реабилитологи. Работая с детьми с ограниченными возможностями, каждому из них подбирают определенный курс необходимой реабилитации. Примерно он длится от 1 до 3 месяцев. В центре проходит реабилитацию порядка 80 пациентов со всего Гагарского района. Необходимо добавить, что при центре имеется автомобиль, который развозит пациентов по всему району. Кабинет лечебной физкультуры работает 4 дня. Специалисты-реабилитологи Ахра Чиковани и Ислам Магометов приезжают из Сухума. Результаты их упорной работы над пациентами становятся очевидны, но для этого нужны месяцы, а порой и годы. Заболевания, диагнозы разные. Это детский церебральный паралич, задержки психомоторного развития, гидроцефалии, микроцефалии. Работаем с различными категориями. Работая месяцами, годами, естественно, мы добиваемся результатов, ставим на ноги, начинают ходить, и психоэмоциональное состояние ребенка улучшается, физическое его состояние. Помимо реабилитационной деятельности, сотрудники центра проводят различного рода мероприятия, направленные в первую очередь на развитие волонтерского движения с целью поддержки взрослых и детей с ограниченными возможностями. Принимают участие в различных форумах. Не так давно они участвовали во Всероссийском инклюзивном образовательном форуме «Без границ», проходившем в Северной Осетии, на котором удостоились призовых мест. Несмотря на все достигнутые успехи, у благотворительного центра помощи «Мы вместе» есть определенные сложности, с которыми самими специалистами не справиться. Специалистов сейчас достаточно, к сожалению, не хватает кабинетов. Главная проблема, наверное, в финансировании, то, что это постоянно на грантовой основе. Сейчас у нас нет гранта, но наши депутаты местные Гагринского района, они нам помогли найти человека, который нам профинансировал зарплату, но это вот на постоянной основе мы ищем зарплату сотрудникам. Это, наверное, наша главная проблема. Проблема также заключается в том, что дети не обследованы. У нас нет такой возможности в Абхазии полностью обследовать детей. Мы перенаправляем их в Сочинский реабилитационный центр «Импульс», где они полностью обследуются. Мы получаем маршрут, и потом уже ребенок проходит реабилитацию. Милана Аджба отмечает, что у них далеко идущие планы. Это и приобретение необходимого оборудования, расширение помещений. Дальнейшие планы – это закуп оборудования. Мы будем докупать тренажеры, которые нам не хватает. Также оснащать кабинеты психолога, дефектолога и массажный кабинет. За 2 года существования у многих пациентов уже есть ощутимые результаты. Благодаря Милане Аджбе
у нас есть возможность посещать такой замечательный реабилитационный центр, который называется «Мы вместе». Спасибо большое хочу выразить ей, нашим специалистам. У нас есть хорошие, замечательные результаты. Мы начали делать первые шаги, и это очень здорово. Для нас это очень важно. Спасибо всем нашим реабилитологам. Руководитель центра Милана Аджиба сама страдает ДЦП. Несмотря на это, она своим оптимизмом и упорством доказывает всем, что люди с ограниченными возможностями могут быть полноценными членами общества и приносить пользу. Глядя на нее, родители особенных детей, не опуская руки, шаг за шагом преодолевают трудности вместе со своими детьми.